Нарезать кирпич ломтиками так же легко, как сыр. В этом цехе осваивают все нюансы компетенции кирпичная кладка. При себе только мастерок, уровень и, конечно, знания, полученные на парах. Ребята возводят импровизированную стену согласно предложенному заданию. У нас два модуля разной сложности, фасады должны выложить. Вот они первый модуль выкладывают сейчас. И точно так же там второй модуль. Там они должны показать, сделать там различные рисунки, выложить из разного кирпича. Рисунок будет из 3 видов кирпичей по цветам. И сложность в том, что нужно эти кирпичи еще вырезать. Там есть под разными углами, кирпичи нужно вырезать под разными углами. Мы готовимся уже 2 месяца, нам многое объяснили, указали на наши ошибки. Кажется, именно про таких, как эти ребята, говорят мастера на все руки. И действительно, для будущих участников WorldSkills нет ничего невозможного. Собрать действующую электроустановку и создать программу управления реле согласно алгоритму. Для Амины Пугоевой проще простого. Она единственная девочка в группе. Уже 3-й год осваивает непростую профессию электромонтажа. Вот само здание WorldSkills, мы к нему тщательно готовимся, уже 3 месяца мы к нему готовимся. И оно состоит всего из 3 пунктов. 3 задания там. Это освещение, подключение электродвигателя и программирование. Вот, освещение и вот эта вот установка тоже была в задании. Мы уже все установили, по уровню все закончили. Освещение тоже я уже закончила. Теперь я приступила к подключению электродвигателя. Я сегодня его закончу, я так думаю. И завтра уже программирование. Мы их программируем через компьютер. Профессия занимала ее с раннего детства. Главным вдохновителем был папа, который работает в электроэнергетике. Он поддержал выбор дочери, и Амина решила доказать на практике, что в этой компетенции есть место и слабому полу. Я постоянно комплексовала из-за того, что, может, это мужская профессия, может, не женская. Но меня папа поддержал. Когда я сюда поступила, и руководство колледжа тоже меня поддержало, моя группа, друзья, я поборола себе этот комплекс. Я начала заниматься тем, что мне нравится, и вообще об этом не беспокоилась. Я даже скажу вам, что некоторые девушки уже тоже хотят поступить на эту профессию, я им открыла путь. Таких площадок по различным компетенциям на базе колледжа 6. В этом году добавились цеха малярных и декоративных работ, а также сухого строительства и штукатурных работ. А значит, студенты этих профессий будут участвовать в чемпионате WorldSkills впервые. К слову, будущие штукатуры начали готовиться к Олимпиаде еще в ноябре прошлого года, чтобы быть во всеоружии. Первое задание – создать конструкцию и обшить ее гипсом. На это дается 8 часов. Второе задание – поставить углы и отшпаклевать. На это 4 часа. Третье задание – прикрепить лестницу за 2 часа. Вот и вся работа. WorldSkills – это ежегодные соревнования, или, проще говоря, конкурс рабочих профессий, в которых принимают участие студенты СУЗов. В этом году в нашем регионе заявлено 16 компетенций. Большим стимулом для молодых наших студентов явилось то, что на мировом чемпионате, проходившем в прошлом году в Казани, 2 ингуша заняли первые места. Это Тачиев Имран и Гитагазов. Сейчас большой энтузиазм, большое стремление, осознание того, что это такое у студентов появилось. Например, мы выбираем по 5 конкурсантов, у нас отбоя нету. То есть каждый хочет показать себя, поучаствовать. Ингушетия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году. И с тех пор каждый год республика становится площадкой для отбора участников со всей страны на национальное первенство. От топливно-энергетического колледжа в этом году в чемпионате примут участие порядка 30 студентов. Соревнования охватят практически все СУЗы Ингушетии. Региональные чемпионаты будут проходить на нашей базе. По другим площадкам других колледжей все готово. На отборочных соревнованиях доказывает, что они лучше знают эту профессию, что они ее осознанно выбрали и выбрали на всю жизнь. Поэтому те студенты, которые получают призовые места на отборочных и всероссийских, они попадают в золотую книгу мастерства. Эти специалисты в 64 странах имеют право работать. Этот стандарт WorldSkills, он принят в этих странах. Узнать,
кто лучше всех красит стены, ремонтирует машины, спасает людей или разрабатывает мобильные приложения, можно будет уже совсем скоро. Региональный этап чемпионата WorldSkills стартует уже 4 февраля. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.